z wami. I z ducha Twoim. Łaskою Pana napełniona ziemia słowem Pana, umocowane niebiosy. Аллилуйя. Эту святую мшу отправляю в интенции запамятную, недоускую. Анну 13 годов по смерти, так само всех семей недоуских. Просить для их радости життя вечного с воскреслым Паном. 4-я неделя, великодная так званая неделя доброго пастора. И почуем, что в этом пастором является не Иисус электричный, ale Słowo Boże, które nas chce wieści, nie byle kuda na ulonie Abrahama, a po ludzku tam, gdzie najbольше jady, tam, gdzie najbольше уродливая земля, как нас насытить не только духово, ale так само и физично. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую охрану. Сповідаюся Богу Всемогутному, І вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занятанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь.
які святі порушаються, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий Єсу Христе, з Духом Святим ухвале Бога Отця. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria. 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Всемогутный вечный Боже, приведи нас на уделу радости небесной, как мы, як покорные паства, дошли до Твоего володарства, куда ранней пришел наш переможный пастырь, яки с Тобою живей владарить уедности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Amen. Читання книги Діїв апостолів. У ті дні Павел і Барнаба пройшли праз Перге і прибыли у Антиохию Писидийскую. Увайшли у день субботний у синагогу и сели. Коли собранные разошлися, многие юдеи и побожные прозелиты пошли следом за Павлом и Барнабом, якія у размове пераконвалі іх заставацца у ласцы Божай. У наступную суботу сабраўся амаль увесь горад слухаць слова Пана. Калі юдэі убачылі такі натоўп, напоўніліся зайздрасцю, пярэчылі таму, што казаў Павел, і блюзнерылі. Тады Павел і Барнаба з адвагою сказалі: «Вам першым трэба было абвяшчаць Слова Божие, але паколькі вы адкідваеце яго і лічыце саміх сябе нявартымі вечнага жыцця, таму мы звяртаемся да язычнікаў, бо так нам загадаў Пан: «Я зрабіў цябе святлом народаў, каб ты быў збаўленнем аж да межаў зямлі». Калі пачулі гэта язычнікі, узрадаваліся і славілі слова Пана, і ўсе, прызначаныя да жыцця вечнага, паверылі, і слова Пана пашыралася па ўсёй краіне. Але юдэі падгурторылі пабожных і ўплывовых жанчын і першых у горадзе людзей, і распачалі ганенне на Павла і Барнабу, і выгналі іх са сваіх межаў. Яны ж абтрэслі на іх пыл з ног і пайшлі у Іконію, а вучні напоўніліся радасцю і Святым Духам. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Ми його народ, янички його не пасли. Ми його народ, янички його не пасли.
ягония, мы яго народ, и овечки ягоной паствы. Мы Его народ, и овечки Его паствы. Бог есть добрый, навеки милосердность Его, а Его верность с поколения в поколение. Мы Его народ, и овечки Ягоной паствы. Читання книги Апокаліпсиса Святого Яна. Я, побачив великий натовп, якого ніхто не мог полічити з усіх народів, племен, родів і мов, які стояли перед троном і окном, опранутые в белое одеяние и с пальмовыми галинками в руках своих. И сказал мне один со старцев: «Это ты, кто пришел с великого утиску и обмыл одеяние свое, и выбелил его у крови ягняти. Тому яны перед троном Бога, и служат ему у день и ночи у святыни. И той, кто сидит на троне, раскине над ними свой шатер. Яны уже не будут ни голодать, ни прагнуть, и не буде палить их солнце и ніякая спека, бо ягно, якое посеред трона, будет пасвить их и водить до крыниц живой воды, и вытра Бог кожную слезу з ихних очей». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я добрый пастырь, каже Пан, и ведаю овечек моих, а мои ведают меня. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе. У той час Єсус сказав: «Овечки мої слухають голосу Мого, і я ведаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм вічне життя навіки, і вони не згинуть ніколи, і ніхто не вирве їх з рук моїх. А Отець мой, який дав мені їх, більше за всіх, і ніхто не може вирвати їх з руки Отця Мого. Я и Отец одно». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Говорячи про сьогоднішній успомін або так звану неділю Доброго Пастора, варто розпочати від першого читання. Павел і Варнава прийшли в Антиохію і там обвіщають Божое Слово. Почули про это весь город. Збегся поглядеть, несколько тысяч людей збегалось, как послухать Павла и Варнава. А чему я не слухаю? Чи они так пригоже говорили? Нет, бо они говорили не про себе, а говорили про самого Бога, самого Иисуса Христа. Коли отчиним деяния апостольские, вот уровень деяния апостольских, коли будете распочинать свою промову або Павел, або Петр, або какие-нибудь другие з учнів, або як Філіп, коли досягнеться до этого язичника, який буде їхати на коні, то буде говорити, приходити від Ісуса Христа. Ісус Христос, або Павло напише: «Я слуга негодний», або «Я недоношений плод», просто напише, у Христі, який не знав, але Христос мене увоскресив, освятив. Той Христос, якого ви забили, а дав нам життя вічне.
заўжды будуць абвяшчаць толькі і выключна Слово Божие. І ўсе 13 пасланий святого Павла, якія знаходзяцца у каноне права, у каноне Святого Писания, говорят так само. И святый Павел это начинает. Я вучаний у Єсусі Христі, я той, хто там. І завжди тлумачиться, говорить, що це, що я прийняв, це мені все було дадено Паном Богом, самим Єсусом Христом, обвішено, об'явлено. І це я об'являю. І тому сходяться тисячі людей, як слухати Павла і Варнаву сьогоднішній читали перше. Собрався амаль увесь город. Але юдеям это не сподобалось. Юдеи были вельми вученые в Святом Писании. Им же от малого отдавали по-нашему воскресную школу, где они днями и ночами изучали Святое Писание. Его знали идеально, некоторые руки не знать на память. Пришли, убачили, что больше слухается половина Святого. Зайздрость. Зайздрость это вельми кепская речь, якая дійсно в серцю проявляється і на все може зруйнувати. Навіть всю собравную любов. Гэтая зайздрость, вона об'явилася у юдеїв. І пробують збаламутити, пробують висміяти то, що говорить Павел Варнава. Але Павел Варнава звертається: треба було не вам обещати на початку Слова Боже, бо ви його ведаєте любі добра. Але покольки ви читаєтеся і лічите себе негодними, мы обещаем это Слово Божие другим. И поглядим, что робят юдеи. Юдеи подбухторили, накрутили уплывовые женщины, уплывовых мужчин, как повстали против Петра, вели там в своих группах, так само знеохотили людей до слухания Павла и Варнава. И когда Павел и Варнава это убачили, написано было: «Обтрасли свой пыл з ног и больших». Поводле чего? Поводле учения Иисуса Христа, пам'ятаємо. Иисус Христос, коли висилав учня, говорив: коли вас приймуть в якому-нибудь городе, зостаньтесь там. Коли не приймуть, обтрасите свой пыл з ваших ног и идите обещать далее. Выдавалося бы по-нормальному. Павел Варнава повинен стать за мною и сказать: ведаете, что все я не говорю неправду. Это подман. А подманом, королем подмана з'являється дьявол. З этого могли вывести и себе усправедливить. Але так не чинять. Нет. Не обвящают зла, а обвящают только и выключно добро. Не хочется? Пойдем далее обвящать это Слово Божие. И это Слово Божие з'является в сегодняшнюю неделю так званым праводаром нас, до Пана Бога. З'является нашим пастором, який нас святил. И мы, заслуханные к этому Божьему Слову, повинны имкнуться, как принять его. Учитали другим, в Апокалипсисе святого Иоанна прочитали, что над теми, кто выбраны, будет растянутый шатер. Чим є шатер? Треба було би відчинити Святое Писання, Старі Заповіти прочитати, що відбувалося у шатрі. Моїсей заходив у шатер, і там довгий час розмовляв з Паном Богом. Коли оттуда вийшов, був насичений Божим Словом. Був так правильно поступав, що говорить: заслони свою тварь, мы не будем ходить за твои поступки. Ты такие правильные, закрой, как мы не можем на это хотеть. Нас сумление так мощно душит, что мы не можем. И завешивая Моисея свою тварь, был насыщенный Божьим Словом. Шатер. Не ведаете, кто из вас был на посвящении у бискупы, когда отбывается молитва консекрации, то над бискупом, я николи тоже не был, просто так здоровался, что за задержал был епископом, консекровали у нас в Беларуси. Это над бискупом растягивают Святое Писание в такий спосіб. У такий випадок. Выглядит як шатер. Як шатер. Чому? Как прийняв гэтае Божие Слово. Как дякуючи гэтому Божьему Слову был уратованы. А так само сам мог уратовать других. І тому сьогоднішня неділя уходить це, і накеровує іначе говорить про пастора. Пам'ятаємо, Авгуде нам говорить, что Иисус Христос является пастором, войди про браму, и по святой браму выйдешь, коли войдешь, и выйдешь брамная узкая, а коли по России пройдешь, ты будешь избавленный. А люди говорят, что я добрый пастор, я свои овцы, овечки веду на паству, я готовлю за свою, я добрый пастор своих овечек не оставляя, а свой пастор, а наемник докладник, который есть пастор, оставляя своих овечек
і уцякае, каб уратаваць сваё жыццё. А добры пастар аддае сваё жыццё, каб гэтыя авечкі уратаваць. І сёння мы чуем, што гэтым пастарам з'яўляецца таксама слова, якое мы кожны дзень альбо кожную нядзелю чуем з гэтага месца і чытаем, маю надзею, што адкрываючы, адчыняючы Святое Пісанне Бога. І гэтае Божае Слово, оно нас захвочвае, каб мы захацелі адгукнуцца на яго і быць тымі, хто гэтае Божае Слово хоча абвяшчаць Ісуса Христа. Год 1912, з 14 на 15 квітня, година 23 або 00 по нашому часу, корабель «Титаник» терпіць катастрофу. Ёсць на гэтым караблі пастор. Пастор уже з'яўляецца удавцом, протестантскі пастор. Мае дачку 6гадовую. Эту 6гадовую дачку абкручвае ў цёплыя рэчы, аддае ў човен, які адплывае ад гэтага тонушчага «Титаніка», а сам надзее на себе адзенне, надзее на себе костюм і кідаецца у мора. І ў гэтым моры выдаецца, што павінен быў у гэтым акіяне, у гэтай вадзе халоднай, павінен быў сам себе ратаваць. Не. Ён падплывае да тых людзей, якія дзесьці вісяць на тых бронах, на розных рэчах, якія там удалося, на якіх можна завіснуць на вадзе. І гаворыць, і пытае іх, чи ты віриш у Ісуса Христа? Вызнай свою веру теперь. Признай веру в Иисуса Христа. Так до года второго, до третьего подплывает до шван людей. В одном моменте подплывает до человека, вот, что ты веришь в Иисуса Христа, говорит. Иди молиться своим Иисусом Христом. Где твой Иисус Христос? Что он мне не ратует? Отплыл пастор. Туда некоторые человеки шли запытать от веры, от пробачения Божьего. Вернулся обратно до этого человека. А что ты веришь в Иисуса Христа? Говорит, не верю. Зняв свою камзельку, якою был, как и подавился, отдал, надел на этого человека, ну и сам пастор замерз и утопился. 4 года позднее, когда сустрелись люди, все, кто вратовался с этого корабля, с этой катастрофы «Титаника», и был там как человек Аквіля Вальд, який сказал такое свідчення: я был остатнім, кого навернул пастор Джон Харпер. Я был остатнім. Чи есть момент відповідний, каб чоловіка навертати? Ніколи нема. Але кожна ситуація в нашому житті з'являється, каб ми були гэтымі пасторами, каб ми вміли дати гэтае посвідчення нашої віри. І навіть по-людську здається, що ми гэтага не вынесем. Сьогоднішнє Євангеліє нам про гэта докладно говорить. І сказав Єсус: овечки мої слухають голосу майго. Я ведаю, і яны ідуть за мною. І гэты пастор поступил з гэтай овечкой, якая тонула, промовил голосом Иисуса Христа. Он почув этот голос. Может, не в такий способ, а в другий. И далее читаем: «И я даю им жыццё вечное навеки, и яны не загинуць ніколі, и кто верить, и никто не вырве их з рук моих». Про что это говорит сегодняшнее Евангелие, правильный Евангелие погода Святого Иоанна, 10 раздел. Про то, что если наша вера будет так мощная, то нас никто не вырвет от Бога. А у чем она проявляется? То, про что я говорю. И завжди повторяю, что мы покликаны, браты и сестры, как мы памятали. И каждый святой это повинен обвешать. И каждый бискуп повинен про это говорить, что мы покликаны до життя незвичайного, до життя вечного. И для этого вечного життя Иисус Христос отдал свое життя из мертвых повстал. Не с мертвых повстал просто так, але каб дать нам життя незвичайне, життя у вечности. И мы до этого життя идем попраз наш кружок шлях, яким з'является наше життя на земле. И мы про это часто не памятаем, але десьці откидаем. Нам бы хотелось добра, але это наименьше крыжа, але наше покликание только до одного, до життя вечного. Нават, як свет нас списал, чему? Бо Бог мацнейший, лишь все справы на земле.
Отец мой, який дав мені їх, більше за усіх, що ми читаємо. Більше за усіх. За всі наші справи, за всі наші турботи. Навіть як нас хтось списав на ним. Некількі прикладів, докладно некількі прикладів. Благословлений ksiądz кардинал Стефан Вышинский, коли был у семинарии, так моцно хвалил, что его сказали, что он даже не дочекается один, коли его высветит, дня посвящения. Про это доведался бискуп, и осветили его тоже родней, який ще був кліриком. Бо має таке право бискуп учениць, освятив кліриком. Коли виходив гэтый клірик на початок на священник японский, а сбыл святанский, так, закрестьянин, який закрестив, його висміяв, викрив, що тобі до отправи дойти. Ти таких говориш, що не знаю, может, тебе себя освячаете. А что оказалось после посвященным? Что этот ksiądz Вышинский в 41 году прожил концлагерь немецкий. Его пытали, его отказывали на питание, а Бог дал ему такого тлумача немецкого, який тлумачив трохи іначе, ніж сам кардинал Вышинский хотел. И то, что он перетлумачил, его отпустили. И вернулся ksiądz Вышинский на плевание и говорит, всех затримали и не выпустили. И они в это не могут разуметь. И був занервований этим, что не мог повести за воскресение. Аликов тогда погиб, бо все йшли за накатору. Так, по сегодняшний день бы история костела бы изменилась. Не было бы такого король Вальдына, кардинал король Вальдына, а затем я, Павел Другий, який сегодня святый человек. И люди костела подошлись в руки, бо я, Павел Другий, и по-другому поглядел на костел. Вышел на людей. Не то, что родней, все приходили до Папы Римского. Папа Римский сидел только потому, что у Ватикана его не было оттуда выходить. А это зломленное, переломленное Ян Павел II. И выходит до людей, начиная пилигримки в одну, вторую, третью, десятую часть свету. И выражает эти меняния. А поглядим на життя Папы Францишка, якого їх вибрали у годі 2013, та ті, хто його вибирав кардинали, выбирали тому, что ведали, что он прожить не готов. Он был таким переходным папом. Прожили там 2, 3, 5 годов, максимум 12 годов прожил. 12 годов прожил. А когда вы сочили за медиами и телебачением при выборах тебе сегодняшнего папы, и поглядели, каких кандидатов ставили на телебачение, знанные люди костельные, то Бог показал, кем он является. Что не является марионеткой, яким можно керовать. И что Дух Святый веет туда, откуда мы видели. И выбрали кого? Льва XIV. А личин проявляется и тут нема з этой назви, що це вибирає якогось припадку. Чому? Бо вибирають Льва XIV 8 мая. А що відбулося 8 мая? Не ведаете? 8 мая отбылись первые объявления святого Архангела Михаила официальные. А пам'ятаємо, ким був Лев XIII? Пише молитву, ту, яку їм по сьогоднішній день відмовляє наші святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, так званий екзорцизм Леона XIII. Так яким буде папа, коли ми задаємо собі питання? Як не тим, який буде на новому Бог подає у тим напрямку, де у світі так моцно повстає зло, коли це зло переворотить. И Лев XIII был тогда папом на часе, как это зло переворотить. Не своей силою, а силою Божию. Бо написано, и никто не может вырвать тых, кто поверит в мое слово с рук Отца моего. Я и Отец одно. Первого одинакового Бога, Отца всего. Слава Тебе, первой земли, всякого вашего имя вашего, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинокого, Зайца народженного, верующими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не скорого, одиносудного Отцу, ради якого
все сталося. І Он для нас, людей, і для нашого збавлення, зійшов з неба і вселився від Духа Святого, з Діви Марії, і стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Понтії Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, погоди Писання, і взійшов на небо, сядіть праворуч Отця, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і яко благодарству не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцю, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение і хвала, який промовляв про скоробку, віру в один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і пост для отпущення врагов, і чекаю воскрешення померлих и життя вечного в будущем свете. В этот день полный хвалы и радости для всего костела, у покорной и доверливой молитвы вознесем до воскресного Пана наши просьбы. Молимся за святый костел, ко все его верники жили, як належит Божьим детям Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, которые за всіх християнські супольності, как єднала їх одна віра і любов до воскресного Пана. Тебе просим. Выслухай нас, За Пане. молодих людей, яких Христос кличе пойти за ними, как вони доверилися своему Пану и Збавцю. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за дітей, особливо з нашої парафії, які вже небавом приймуть першу святую комунію. Как зустріча з Христом назавжди перемінила їх життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, в особливый способ Медовская Анна, 13 год по смерти, так само всех померлых семьи. Медовских, как добрый и милосердный Бог, пробачил им грехи и принял усопольность искусить святыми у небе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас, собранных колядера Пана, как подчас этих великодных дён мы здолели зауважить в нашем житті присутностью воскреслого Пана. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний вечный Боже, выслухай молитвы, які мы узносим до Тебе за все человечество, откупленное кровью Твоего Сына, как мы все могли радоваться хвале у воскрешения праз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 269. Тече вода такая, сквозь дыры просвета, и сегодня нема конца. Такая любовь и теплота, забота обреча, новый завет поет любви. Молчаливый будь со мной, Дух Святый керуй мной, давай наши сердце святою водой. Молчаливый будь со мной, Дух Святый керуй мной, давай наши сердце святою водой. Молитесь, как мою и вашу яхняру, принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийняв вяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому костелу святому. Пане наш Боже, ученика, призавсёды дяковой Тебе складаючи эту пасхальную охряну, нехай неспынное деяние ласки и откупения станет для нас крыльцей вечной радости праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. І з Духом Твоїм. У Богу серце. У
правда и волна это и справедлива, слушна и збавенна, как мы Тебе, Пане, завсюди славили. А особливо в этот час больше радиста дышали Твою хвалу. Коли Христос был охвярованный, як наша Пасха, бо Он собравное ягло, и Он взял грехи свету и Своей смертью перемог нашу смерть, вернувши нам житем раз Свое с мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется о воскресению Христа, а хоре ангелов разом с усими святыми śpiewają Tobie im chwały, niespłynna uskrzikaючи. Святий, 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 Богусе могутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вышиях, Хосанна на вышиях, Хосанна на вышиях. Благословенный Той, кто идет в имя Пана. Благословенный Той, кто идет в имя Пана. Хосанна на вышиях, Хосанна на вышиях, Хосанна на вышиях. Naprawdę Boża, Ty święty, krynica wszelakiej świętości, temu jedności z усім Kościołem, u pierwszy dzień dnia, kiedy Jezus Chrystus uwaskroś i spasnął nam Boga Ducha Świętego, wraz Chrysta prosił Ciebie, usiema Twojego Boża. A świeci, гэтыя дары расою Духа Твоего, как они стали się для нас ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta, bo On, kali добровольно wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom karty. Wiarujcie i jeszcze z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczerzy udział kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom karty. Wiarujcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie brać dziela odpuszczenia grzechów. Heta czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Обещай святую Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Wspominając śmierć z mертвых powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję, że uczynił nas Bożymi, stając przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój, rozsiewny po всем świecie, udoskonalał w любови razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Papą naszym Lwom XIV, biskupem naszym Józefem i всім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про братов и сестер naszych, jakie pasturił nadzieję na uwaskarszenie, i pro всех, do łasce Twojej odeszł z tego światu i dozwól im uważać światło oblicze Twojego.
Просим Ciebie, zmiłuj się nad усіми нами, как мы заслужили удел życia wiecznym, u jedności z Najświętejszej Bogorodicy Pannej Maryjej, ze świętym Józefem i Hierogannikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, siostrą Faustyną i błogosławionym ojcem Bronisławem i усіми świętymi, jakie z wieku podawali się Tobie, как z nimi my chwalili i proslawляли Ciebie, przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Raz Chrystus, Chrystowi uchyliście, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, u jedności Ducha Świętego, usia Waszana i chwała, razu ziemia i wieczny ja. Называем się dziećmi Bożymi i zjawiają się Temu pełnej wdzięczności, a śmiejemy się kazać Ojcze nasz, który jest в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Prosił Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego złego, daj łaskawa spokoju dni naszych, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Твое благодарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twoją wolą, a darycie go supokojem i jednością, jaki żywiesz i władarisz na wieki wieczne. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Woś baranek Boży, woś той, хто бере на себе грехи світу, благословлений я покликаний я на вечеру я помню. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 157. Христос, все не живет, я
Номер 151. Молимся. Боже, добрый пастырь, глянь ласкаво на твой статок, приведи на вечную пашу твоих овечок, яких ты откупил каштовной кровью твоего сына, який живей владарец на веки вечные. Объявлено. 13 мая во вторак вспоминаем Наисвятейшую Панну Марию с Фатимой. 14 у середу свято святого Матфея Апостола, 16 успомин святого Андрея Баболі, презбітера і мученика. Наступная неделя, третья неделя месяца, так звана неделя інвестиційна, у всіх вяри предназначена на будову, за які щиро дякуємо. Празднуй весь месяц май, після святих імшаў вечарових у 19:00, а в неделю після святой імши в 10:30 отправляем на божество майовые. 18 мая, гэта наступная неделя, о 12 године отбудется урочистость гадавіны першей святой коммунии, а так само заканчэння гэтага году. Пасля святой імши отбудется пикник, на які сардэчна запрашаем. 21 мая, гэта серада, не гэтая, а аж наступная, святой імши вечаровай у 19 не будзе толькі святая імша у 8 годин раніцы. 25 мая, неделя, о 12 године отбудется урочистость першей святой коммунии. 31 мая у Гуцлаве отбудется сусветный день дзіцяці под девизом «Гэта мы, радость и надея». Дякуем за ахвяраванне да будовы святыні, за супольную и индивидуальную молитву, за спев яправу литургичную, за прибирание каплицы, а так само тем, кто дежурил. Помолимся за тих, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, імяніны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей, за дабрадзеяў перадаўцаў нашай парафіі, таксама многіх дабрадзеяў будаўніцтва санктуарыя Божай міласэрнасці, і за нас, даручаючы кожнага па асобку апецы Маці Божай тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица, наших потребах не погоршай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добро, что вы есть, что приходите, примите Божие благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите
widzicie usupokoi Chrysta. Дякуємо Пану Богу. Święty Archaniole Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастора Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, ангел князю войска небесного, могутностью Божою, стіну вірила Шатана і інших злих духов, які нас будучною спасіться. za naszych bliskich pamiętnych, zapamiętuj Medowskich, Anwotów całych siebie, Medowskich, Ładarka nieba, uścieżcie, Alleluja. Только рухнуло сердцем носила, Аллилуйя. У воскресен, як проказывал, Аллилуйя. Богу за нас молися, Аллилуйя. Веселися и радуйся, Панна Мария, Аллилуйя. Бог воскрес, Пан правдива, Аллилуйя. Молимся, Боже, Ты в разу воскрешения Твоего Сына, Пана нашего Иисуса Христа, наполнил свет радостью. Ученикам раз заступництва Его Маті, Панни Марії, ми отримали радість вічного життя. Враз Христа, Пана нашого. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Як благословен Добрий є наш Пане, дай їм вічне нехай відпочивають у спокої вічне. Амінь. Номер 250. Христос воскрес, прямо и хвалами, Дом ждает освещает нас светом своим. Маранатha Царь, и свету благодать, я с радостью иду, хотя куда Ему. Маранатha Царь, и свету благодать, я с радостью иду, хотя куда Ему. Я одержал усилием моем воскрес, про смерть и крик, дар вечного життя принес. Маранатha Царь, и свету благодать, я с радостью иду, хотя куда Ему. Маранатha Царь, и свету благодать, я с радостью иду, хотя куда Ему. Нехай буде похвалений. Святейший храм, правдивое тело Его, Пана нашего Иисуса Христа, нехай буде похвален. Святейший храм, правдивое тело Его, Пана нашего Иисуса Христа, нехай буде похвален.